Суд решил, Эльмира Горданова умышленно убила 7 человек. Доказано, подожгла свой дом сама. Вашу позицию можем услышать? Вот пару слов, может, скажете тоже. Вину свою признаете вы? Что подтолкнуло женщину на этот поступок? Какой приговор ей вынесли? Из зала суда репортаж Алены Струминской. Made in China. Чайная церемония из Поднебесной и на десерт чак-чак. Встреча вот так. Ну, кажется, супер. В Казани стартовали 2 международных форума «Ростки» и «Ребус». Подготовили программу, состоящую из более 70 сессий. Что уникального презентуют и какие важные заявления сделали, расскажет Дмитрий Аренин. 260 погибших, больше 3000 пострадавших. Мало того, что в телефонах сидят, просто поворотник не включат. Аварийность на дорогах республики падает, но количество смертей растет. Уровень смертности, к сожалению, на сегодняшний день превышает аналогичный период прошлого года. Почему любителей выпить за рулем не останавливает даже лишение прав, и как заложниками их поведения становятся дети? О дорожно-транспортной обстановке в республике Рамиль Шайдулин. Это лишь часть того, о чем расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Изнатуллина. Сегодня Верховный суд вынес приговор Эльмире Гордановой. На основании вердикта присяжных женщина признана виновной в поджоге собственного дома и умышленном убийстве всех членов семьи, 4 детей, матери, мужа и брата. В июне прошлого года пожар произошел в селе Саитово Тукаевского района. В огне погибли 7 человек. Эльмира Горданова сначала проходила свидетелем, позже стала главной подозреваемой. Судебный процесс шел больше 4 месяцев. Какой вердикт вынес суд? Репортаж Алены Струминской. Вину свою признаете вы? Позиция Эльмиры Гордановой неизменна на протяжении всего судебного процесса. По ее словам, дом она не поджигала. Сегодня женщина заметно нервничала, взгляд не поднимала. На вопросы отвечала односложно. Все это время она была под подпиской о невыезде. Сегодня суд заключил под стражу. Пока шел процесс, следователи допросили более 100 свидетелей, провели десятки экспертиз, в том числе генетические, пожарные, судебно-психиатрические. Пообщались с местными жителями и установили, 18 июня прошлого года Эльмира Горданова подожгла собственный дом. В огне погибли 4 ее несовершеннолетних детей, мама, брат и муж. Как сегодня прозвучало в суде, она дождалась, пока все уснут. Разлила в доме легко воспламеняющуюся жидкость, подожгла и вышла из дома. На это ее подтолкнули бытовые ссоры и неприязненные отношения к членам семьи, в частности, к матери. 2 недели назад вину Эльмиры Гордановой признал суд присяжных. Сегодня заседание началось с прений сторон. Гособвинение просило для нее 13 лет и 3 месяца колонии общего режима. Защита подсудимой пересмотреть уголовное дело и вынести оправдательный приговор. В итоге 13 лет колонии. Вина Гордановой полностью доказана совокупностью представленных стороной государственного обвинения доказательств. С этим согласилась и коллегия присяжных заседателей. Назначая Гордановой наказание, согласился с позицией государственного обвинения и назначил Гордановой к отбытию 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Суд учел смягчающие обстоятельства. Одно из них – психическое заболевание женщины. Защита с приговором не согласна. Мы будем обжаловать в 4-м апелляционном суде. Мы считаем, что судом нарушен закон, потому что 2 основных вопроса, они не поставлены перед присяжными. Потому что основной вопрос, доказана ли ее вина, он остается открытым. У Гордановой есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор. По истечении этого срока он вступит в законную силу. Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Советский суд Казани сегодня избрал меру пресечения для Иосифа Лившица, владельца производственной базы в Самосырово. Его задержали в понедельник, через день после резонансной истории. В нескольких метрах от его объекта в субботу погибла Жанна Хусаинова. Как сообщил сегодня Следственный комитет, дознаватели установили, что на женщину напали собаки, которые содержались на этой базе и имели свободный выход на прилегающую территорию. Однако, по словам Лившица, в трагедии виноваты бездомные псы, которые живут у кладбища и леса. В отношении мужчины сначала
завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но позже переквалифицировали в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинение запрашивало 2 месяца в СИЗО на время следствия, однако адвокат заявил, владельцу базы стало плохо во время допроса и пришлось вызывать медиков. Кроме этого, по его словам, Лившицу требуется операция на ногу. В результате суд встал на сторону защиты. До 9 января мужчина пробудет под домашним арестом. На данном этапе другое решение, оно как бы чревато для моей жизни даже. Вот у меня сегодня приступ был. Вот ранее у меня был инфаркт. И сегодня врачи, которые приехали в следственный отдел, значит, и сказали, вам надо ложиться срочно, потому что у вас будет повторный инфаркт. В ближайшее время Иосифу Лившицу будет предъявлено обвинение. Всего по факту гибели женщины возбуждено 3 уголовных дела по статьям оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинение смерти по неосторожности и халатность. Следователи продолжают выяснять детали трагедии и других причастных к преступлению. В Татарстане все больше становится пьяных виновников ДТП. Большинство и до этого были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде. Самый резонансный случай произошел в минувшую субботу в Менделеевском районе. Здесь по вине нетрезвого водителя погиб шофер другой машины. Сегодня главный автоинспектор республики выступил с обращением ко всем, кто за рулем. Цитата. «Виновники этих ДТП загубили жизнь себе и другим». С начала года на дорогах Татарстана погибли 260 человек. О ситуации подробнее Рамиль Шайдулин. Эти кадры сняты сегодня утром на трассе в Азнакаевском районе. УАЗ влетел в полуприцеп КАМАЗ. Известно лишь то, что водителю внедорожника 24 года, и по предварительным данным он мог уснуть за рулем. По причине утомления водителей за 10 месяцев года погибли 9 человек. На сегодняшний день мы констатируем статистику, у нас снижение аварийности именно по самим дорожно-транспортным происшествиям и по пострадавшим. Но уровень смертности, к сожалению, на сегодняшний день превышает аналогичный период прошлого года. Как сегодня сообщил Рустем Гарипов, с начала года произошло 2657 аварий с пострадавшими. Мы потеряли 260 человек. Это на 26 человек больше, чем годом ранее. Самые частые аварии — столкновения, наезд на пешеходов, препятствия и съезд с дороги. К несчастью, хватает и тех, кто с удовольствием садится за руль пьяным, причем многие уже не в первый раз. Так, в этом году к ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде привлечено уже больше 600 водителей. Число огромное, но, по-видимому, недостаточное, ведь десятки других любителей горячительного все же смогли отправиться в свою последнюю поездку. В прошлую субботу в Менделеевске на встречку вылетел Рено Каптюр. После лобового столкновения с Kia Rio выяснилось, за рулем Рено находился 17-летний подросток, протокол на которого ранее уже оформляли, тоже за пьяную езду. Он же загубил себе жизнь. За 10 месяцев этого года в авариях по вине таких водителей погибли 28 человек. 28 погибших. Большая цифра. Громадная большая цифра. Мы бы остановили бы этих пьяных, мы бы говорили бы на сегодняшний день, что у нас нет никаких превышений в показателях по аварийности. Но, к сожалению, этот бич не можем остановить. На сегодняшний день автомобили изымаются за управление в нетрезвом состоянии у водителей, которые привлекаются к уголовной ответственности. Но и это их не останавливает. По данным ГАИ, 40 человек с начала года погибли из-за игнорирования ремней безопасности. В 131 ДТП попали автомобили, в салоне которых были дети. 3 погибли. Мало того, что в телефонах сидят, просто поворотник не включат. Повернуть куда хотят. Вот вспомнили, надо налево, взял, повернул. На зеркало не посмотрел, вот и авария происходит. Честно говоря, вообще такого нету. Ощущения даже нету, потому что все ездят адекватно. Даже вот учитывая то, что я недавно был в городе Екатеринбург, и стиль вождения в Казани и в Екатеринбурге очень сильно отличается, могу сказать. То есть в Казани более спокойно. На улучшение обстановки направлены профилактические мероприятия. Одно из них прошло сегодня. Сотрудники госавтоинспекции раздавали водителям листовки с правилами и информацией о подготовке к зимнему сезону. Акцию приурочили ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Рамиль Шайдулин, Алмазъединов, ТНВ, Казань. Почти сутки понадобились альметьевским коммунальщикам, чтобы восстановить в городе водоснабжение. Со вчерашнего вечера сразу несколько микрорайонов оставались без воды. Причина – порыв центральной магистральной трубы возле деревни Калейкино. Из нее ввысь бил настоящий фонтан из воды и пара. Во время аварийных работ подключили резервную трубу. К полудню вода постепенно начала поступать в дома, и сейчас водоснабжение полностью восстановлено.
Злоупотребление или выгодная сделка? Кому предъявят закупку ржавого флота за счет республики? По данным источников реального времени, у силовиков возникли вопросы к двум министрам и спасителю пассажиров Булгарии. Подробности читайте в интернет-газете. Сегодня на Казань-Экспо началась деловая программа двух международных форумов – российско-китайского «Ростки» и градостроительного «Ребус». Масштаб события впечатляет. В этом году в Татарстан приехали более 10 тысяч человек из 3 десятков стран. На открытии участников приветствовал Рустам Минниханов. Как отметил раис республики, для гостей подготовили насыщенную программу. Об антураже и первых заявлениях Дмитрий Аринин. По традиции бизнес-форум «Ростки» проходит на Казань-Экспо. Здесь достаточно места, чтобы параллельно проходили большая выставка, пленарные сессии и тематические встречи. В этом году в фойе выставочного центра гостей встречали огромные фигуры – медведя, барса и панды. Это символы России, Татарстана и Китая. На открытии форума всех участников приветствовал Рустам Минниханов. Добрый день. Нихау. Сегодняшний форум, он очень насыщен. Подготовили программу, состоящую из более 70 сессий по разным тематическим направлениям. В этом году интерес к форуму вырос. Как отметили, этому способствовал саммит БРИКС и визит председателя КНР Си Цзиньпина. Международный форум «Ростки» является конкретной инициативой по реализации важного консенсуса глав двух государств и представляет собой важное мероприятие в рамках российско-китайского механизма Волга-Янцзы. Китай – ключевой партнер России и Татарстана. Товарооборот год от года растет. Сейчас республика – это 3 миллиарда долларов. В масштабах страны более 200 миллиардов. На стенде работают 7 предприятий промышленного аграрного комплекса. Более 30 компаний из разных стран представили свою продукцию на выставке Russia China Expo. Рустам Минниханов и почетные гости осмотрели все павильоны. Большая экспозиция у автопроизводителей. Татарстан представил гоночный КамАЗ-Мастер. Вот это лабораторный корпус. На выставке у республики несколько стендов. Представили нашу промышленность, нефтяные технологии, особые экономические зоны и туристический потенциал. Это очень важный момент, что Казань и Татарстан становятся такой точкой входа как для китайцев в Россию, так и для российских компаний увидеть китайские компании в Казани. На форум приехали представители целого ряда регионов России и Китая. Эта китайская компания презентует изделия из титана. Эти товары для машиностроения, авиастроения. Я первый раз был в выставке. Большая встреча вот так. Ну, кажется, супер. Также из Поднебесной привезли национальные блюда и напитки. Как говорят китайские участники форума, Казань им понравилась. Я очень люблю Казань. Очень-очень люблю. Здесь люди хорошо. Всегда хорошо. Тогда проблемы есть. Там татары люди, и русские люди, человек все помогают. Очень сильно помогают. Песни на китайском языке разучил казачий ансамбль из Волгоградской области. Регион представил свой стенд. Мы принимаем участие впервые. И уже сейчас, несмотря на то, что только начало рабочего дня, у нас, конечно, неизгладимое впечатление. Достаточно большое количество партнеров к нам уже подходит в процессе. Свой павильон и у Кировской области. Ее делегацию лично возглавил губернатор Александр Соколов. Уверен, что это мероприятие даст возможность еще лучше познакомиться и найти новых надежных партнеров. Параллельно с Ростками проходит международный форум «Ребус». Участники обсуждают, как сделать жизнь в городах комфортной. Основная тема – развитие агломераций. Сейчас в России идет рост жилищного строительства. Основная доля приходится как раз на агломерации. Президент России ранее уже поручил разработать 200 мастер-планов для их развития. Мы действительно не просто обмениваемся опытом, а мы формируем сегодня, по сути, политику в области жилищного строительства, градостроительства, мастер-планов и всего, что нацелено на одну задачу – на улучшение качества жизни наших граждан. Как рассказал Рустам Минниханов, республика одной из первых в стране определила агломерации как главные точки роста экономики. В Татарстане их 3 – Казанская, Камская и Альметьевская. Раис отметил, важно обеспечить сбалансированное развитие. 10 лет раньше, если мы пришли к этому, мы бы много ошибок не сделали.
Поэтому нам очень важно не только вот казанские агломерации, Камскую, везде мы должны понимать. Вот, жажда поставить квадратный метр, а потом люди будут мучиться. Социальной сферы нет, и самое главное, рабочих мест нет. Оба форума продолжат свою работу завтра. Участников ждут насыщенные деловая и культурные программы. Также предстоят экскурсии в городах и районах республики. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На полях форума «Ростки» Рустам Минниханов принял участие в сессии «Россия и Китай в мировой нефтегазохимической индустрии». Раис отметил, в Татарстане ежегодно добывают свыше 35 миллионов тонн нефти. Более 2/3 объема перерабатывается на Танек и Тайфэнка с глубиной переработки выше 99%. За прошлый год отгружено продукции на 1 триллион рублей. Произвели более 14 миллионов тонн автобензинов и дизельного топлива. На предприятиях проводят модернизацию, строят новые мощности, например, олефиновый комплекс ЭП-600. На сессии обсудили перспективы взаимодействия в приобретении технологий и инжиниринговых услуг, поставках сырья, комплектующих и оборудования. Отдельное внимание в возможности совместных научных и инвестиционных проектов. Один из участников, глава китайской компании «Кежуй» нефтегазовые услуги, рассказал, что активно сотрудничает, в том числе с татарстанскими коллегами. У нас имеется сетевой филиал, который находится в городе Иркутске, Ноябрьске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Уфа и самый любимый Казань. Нефтегазохимический комплекс – драйвер нашей экономики. По итогам прошлого года в республике произведено почти 28% российского полиэтилена, порядка 40% синтетического каучука. Это два комбината – Казань Оргсинтез, Нижнекамск нефтехим. Ну и торшины, вот грузовые шины, больше 60% российского рынка. Мы всегда находимся в поиске инновационных решений. В результате поисков находим их, разрабатываем их и обладаем уникальными технологиями разработки трудноизвлекаемых запасов. Благодаря своим высоким компетенциям наши специалисты востребованы не только у нас на родине, но и далеко за пределами республики и страны. К теме российско-китайского форума мы еще вернемся. Сейчас к другим новостям. Новое кадровое назначение в республике. Начальником управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров стала Эльвира Ахметова. Указ сегодня подписал Раис Рустам Минниханов. До этого она была первым заместителем руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа. В ведомстве проработала 11 лет. И сегодня премьер Алексей Песошин представил сотрудникам управления ЗАГС нового руководителя. Он выразил уверенность, что Эльвира Ахметова справится с поставленной задачей. Это в том числе укрепление института семьи и традиционных ценностей. Больше 6 тысяч раз казанцы оплатили проезд в метро по биометрии. Это современный способ. Сейчас он стал и выгодным. При оплате одним взглядом можно вернуть 15 рублей с каждой поездки. Алмаз Тимиров каждый день на работу ездит на метро. Второй месяц оплачивает проезд только взглядом. Говорит, это современно, удобно и быстро. Оплата очень удобна. Не нужно искать телефон в кармане. Не нужно даже носить с собой карту уже. Подошел, быстренько оплатил и прошел. Экономит время. С 15 сентября до конца года пассажиры метро Казани смогут вернуть 15 рублей при оплате проезда по биометрии через систему быстрых платежей. Для оплаты бесконтактным способом нужно зарегистрировать биометрию в приложении госуслуги «Биометрия», привязать счет в платежном сервисе СБПэй, после зайти в раздел «Счета», нажать на 3 точки в правом верхнем углу и выбрать «Подключить биометрию». Для получения кэшбэка необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте вампривет.ру. Там же узнать все подробности акции. Пассажиры, использующие новый технологичный и бесконтактный способ оплаты, могут сэкономить до 40% от стоимости каждой поездки. Операция займет буквально несколько секунд, что весьма актуально, особенно в час пик. При оплате необходимо посмотреть на терминал, установленный на турникете. Сначала с вашего счета спишется полная стоимость проезда, но буквально в течение минуты 15 рублей вернется обратно на счет, с которого производилась оплата.
Акцию проводит национальная система платежных карт, операционный и клиринговый центр СБП. С момента запуска программы оплаты по биометрии казанцы воспользовались ей больше 6000 раз. Все взаимодействия по биометрии проходят через Центральный банк биометрии, то есть через ЦБТ. Все данные надежно защищены, переживать по этому поводу не стоит. Также защита от прохода по фотографии. Да, то есть если мы покажем фотографию терминалу, он не откроется. Оплату проезда по биометрии в метро Казани запустили 30 августа. На всех 11 станциях метрополитена размещены 22 биометрических терминала. Рустам Минниханов на полях форума «Ростки» встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Татарстан поставляет соседям шины для грузовиков, нефтепродукты, синтетические каучуки, удобрения. Из Кировской области в республику ввозят лесоматериалы, каустическую соду, силовые кабели, бетонные изделия. В вузах республики обучаются порядка 1400 кировских студентов. Александр Соколов вручил Рустаму Минниханову юбилейную медаль в память 650-летия города Кирова. В выставке Международного форума «Ростки» приняло участие одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России ТАФНК. Компания представила новейшие образцы продукции, презентовала производственные показатели и рассказала о планах сотрудничества с китайскими компаниями. В сотрудничестве с Китайской Народной Республикой 2 года назад мы начали поставку специальных активированных углей. О совместных проектах и планах с компаниями из КНР Рустаму Минниханову, представителям из Поднебесной, рассказывает главный советник председателя правления ТАИФ по нефтехимии Фарид Миниголов. ТАИФНК входит в список первых 20 самых технологичных НПЗ мира. Сегодня компания является лидером по выходу светлых нефтепродуктов. В следующем году на ТАИФНК планируется запустить собственный научно-исследовательский центр. Сейчас намечается серьезная совместная программа с подразделением CNPC. Это такая крупная, очень крупная нефтеперерабатывающая, нефтедобывающая компания. Мы с ними договорились о том, что мы будем делать целую программу исследований, будем делать совместную лабораторию. Пилотную установку произведут в Китае. Она будет исследовать процессы переработки тяжелых нефтяных остатков. Поможет расширить сырьевую базу технологий термогидрокрекинга. Китайская организация, которая поставляет данную пилотную установку для научно-исследовательского центра, она прям специализируется тоже при производстве установок для переработки тяжелых остатков, поэтому решение пало на них. Китайскими компаниями мы взаимодействуем в части закупки у них активированного угля, который мы применяем в нашем комплексе глубокой переработки тяжелых остатков. Китай также поставляет запчасти для компрессоров и клапанов, которые пока в России не производят. Делегации из Поднебесной все чаще посещают нефтеперерабатывающие предприятия в Нижнекамске для развития взаимовыгодных отношений. Вопросы сотрудничества сегодня Рустам Минниханов обсудил с председателем Союза китайских предпринимателей в России Джоу Люцинем. Раис республики подчеркнул, организация выступает своеобразным мостом, связывающим китайский и российский бизнес. В свою очередь Джоу Люцинь высоко оценил значение форума «Ростки». На первые «Ростки» мы тоже встречались и посетили. И после этой «Ростки» первые вы тоже у нас пели в Голливуде. Он у нас уже сейчас получается. Вот, мы видим, насколько интерес растет. Главное, это единственная тема сотрудничества России и Китая. Да, да, здесь самое главное. Уровень бедности в Татарстане к 2030 году должен снизиться до 4%. Для этого задействуют все возможности электронных площадок. Об этом сегодня говорили на сессии «Лучшие практики в сокращении бедности». Сейчас в Татарстане на одного безработного приходится 12 вакансий, в России 6. Республика занимает 4-е место среди регионов с низким уровнем бедности. У нас открыты 43 тысячи вакансий. Безработица всего 0,16%. Представители Китая поделились опытом сокращения бедности. Благодаря электронным площадкам за 5 лет они смогли вывести 700 тысяч человек на новый уровень жизни. Для этого их задействовали в сфере онлайн-торговли, менеджмента, таргетинга. Данный опыт планирует внедрить и Татарстан. Кстати, у нас опыт этот тоже такой есть. Мы буквально 3 года назад совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан начали проект по обучению работе на цифровых платформах женщин, которые находятся в декретном отпуске, либо пытаются выйти
на работу, найти, тем не менее, воспитываем, может, 2-3 детей, и, безусловно, мы видим хорошие результаты. Цифровые технологии, чтобы сократить бедность, это самый важный элемент, потому что мы можем найти именно какие места находится бедности примерно. На следующей неделе в Казани назовут победителей Международной независимой литературной премии «Глаголица». Это конкурс юных писателей от 10 до 17 лет. Все финалисты уже приехали в столицу республики. 130 юных авторов, в том числе 13 литераторов из-за рубежа – Италии, США, Греции, Турции, Казахстана. Встреча с ними прошла сегодня в присутственных местах Казанского Кремля. На конкурс отправили больше 2500 заявок. Впереди ребят ждут насыщенные дни, встречи с писателями, где участники смогут задать им интересующие вопросы. Главное мое пожелание, чтобы вы получили как можно больше от всего. От Казани, от ваших руководителей семинаров, от тех писателей, которые руководят не вашими семинарами, а какими-то другими. Чтобы попробовали себя во всем. Финалистов ждут творческие задания. Ребята участвуют в номинациях «Поэзия», «Проза на русском и татарском языках», «Билингвы», «Эссеистика», «Художественные переводы с английского языка» и «Драматургия». Ежегодно лучшее произведение на татарском языке отмечается специальным призом государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Я пишу билингвы с 10 до 13 лет и надеюсь в этом году выиграть. Стихи пишу уже 2 года. Начала очень спонтанно. Все, что на душе, изливала в стихи. Сильно волнует вопрос развития литературы, особенно в 21 веке. Я посвятил этому свое эссе. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Кальмулиным. До встречи в 21:30. Что движет прогрессом? Твоя свобода. Твоя уверенность. Твой характер. Твой темп. Темп. Управляй прогрессом. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Ты в приложении farmlet.ru лекарства забронировал? Да. А промокод на скидку ввел? Конечно. Иди на кассу, забирай. Только в ноябре в мобильном приложении FarmLand повышенная скидка по промокоду МОП1124. Хорошая, говорю, аптека FarmLand. 2 по цене 1. В ноябре при покупке куртки или пуховика 2-я вещь вам достается абсолютно бесплатно. Ермак, Волгоградская 8 и Зорги 77. Классный отдых с одноклассниками – это класс. Классные заезды в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть» – это комфортно, вкусно, спортивно и креативно. Подробности по телефону и на сайте. Окружаем заботой беззаботное детство. Не плати за подписку больше, чем тебе нужно. Выбирай удобный срок продления. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Детская поликлиника и стационар. Миллениум Клиник. Больше, чем лечение. Продсклад «Победа». Томаты маринованные «Большая грядка» 64,90. Корнишоны «Большая грядка» 129,90. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимулин. В ближайшие сутки Татарстан останется под воздействием северного циклона. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в ноябре при заказе кухонного гарнитура мойка, при заказе шкафа брючницы в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Балтасях будет облачно. Пройдет мокрый снег. Температура в течение суток 0-1. В Буинске, Куйбышевцах и Камском устье пасмурно. Осадки в виде мокрого снега. Температура днем и ночью 0. В Чистополе, Аксубаево, Черемшане облачно.
снег с дождем. И днем и ночью тоже 0 градусов. В набережных Челнах, Актаныши и Сарманово пасмурно, мокрый снег. Температура и в темное, и светлое время суток составит от 0 до 1 градуса мороза. В Альметьевске, Лениногорске и Азнакаево облачно, мокрый снег. Температура днем 0-1, ночью 0-2. В туристических городах республики тоже пасмурно. В Свияжске 0 градусов в течение суток. Будет облачно, пройдет мокрый снег. В Болгарах тоже пасмурно. Ожидается снег с дождем. Температура 0 градусов и днем, и ночью. В Елабуге облачно, мокрый снег. Днем и ночью 0 градусов. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно помещать свободные денежные средства. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Продажа квартир в жилом комплексе «Новые Горки» в строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой и отделкой White Box в окружении Горкинско-Аметьевского парка и шаговой доступности метро Горки. Узнайте подробности по телефону 2-677-677. Строительная компания «Грань». В Казани будет облачно, осадки в виде мокрого снега. Температура днем +1, ночью 0. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Ветер юго-западный около 5 метров в секунду. Влажность 83%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Не болейте, берегите себя. Всего доброго.